Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И главный внештатный специалист, психиатр, нарколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики, главный врач республиканского наркологического диспансера Муслим Дальсаев. И я, Зурушев, моя фамилия. Зовут меня Ламали. И сегодня, дорогие друзья, мы будем отвечать на ваши вопросы в первую очередь. И, конечно, на мои вопросы будет отвечать наш дорогой гость, если вы, конечно, не против. Я думаю, что вы не будете против. Тем более, что тема очень актуальна. Наркотики. Наркотики – зло, друзья. Вот об этом нужно помнить. Каждую минуту. Наркотики – зло. И начнем. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Машалла, муслим. Дейл маршал хил. Ну, понятно, да, тема? Да, конечно. Все, начнем. Не будем тратить время. Нет, понятно. И я знаю, вы человек занятой. Да, нет. И вот такой первый вопрос. Так вот, казалось бы, вопрос такой повседневный, банальный, но что такое наркотик и наркомания? Как вы объясните понимание легкий наркотик, тяжелый наркотик? Наркотик, он и есть наркотик, что легкий, что тяжелый. Это зло, болезнь и смерть. Или я не прав? Вот такой вопрос от нашего телезрителя. Все верно. Наркотик – это в первую очередь вещество, при употреблении которого у человека меняется самосознание, восприятие и поведение, его поведенческая структура. Это определение самого наркотика. Наркомания – это заболевание, это зависимость от веществ, которые включены законом в перечень наркотических и запрещенных психоактивных веществ, при употреблении которых у человека наступает физическая и психическая зависимость. Это определение терминов. Так, наркотики это наркомания это все-таки болезнь. Наркомания – это болезнь. Это болезненное пристрастие, если говорить обыденным языком, болезненное пристрастие к веществам. Можно считать человека, который употребляет наркотики, это больной человек. Естественно, это больной человек. Международной классификации болезней наркомания внесена в перечень заболеваний, и это считается болезнью. А вот легкий наркотик, как спрашивает нас телезритель, тяжелый наркотик, есть ли тут разница? Таких понятий, допустим, в наркологии не интересно. существует, в медицине таких понятий, как легкий и тяжелый наркотик, не существует. Нет такого понятия? Нет такого понятия. Наркотик, он наркотик. Наркотик, он наркотик. Если вещество внесено в перечень, законодательно в перечень веществ, запрещенных к употреблению, то мы считаем это вещество наркотиком. Смотрите, у нас сегодня рубрика, да, 10 важных вопросов. Да. Она у нас иногда проходит в эфире, и сегодня 10 важных вопросов к вам. И вот первый вопрос был очень актуальный, и хорошо, что вы на него ответили, хотя, казалось бы, вопрос простой, да, банальный. Да, Вот какой вывод, какой ответ? Вопрос простой, но, к сожалению, не все люди понимают, что такое наркотик. Не все люди понимают, что такое вещества, психоактивные вещества, да, скажем. Не все люди понимают, что, допустим, разница между алкоголем, табаком, кофе и между так называемым наркотик, когда мы говорим, что разница только юридическая. Биологической разницы здесь не существует. Это те же наркотические препараты. Единственная разница и отличие в том, что алкоголь, табак и кофеин, он не запрещен законом. Он не внесен в перечень наркотических веществ. И он легально продается у нас в стране. Но у нас вывод по первому вопросу: нет легких тяжелых Нет, наркотиков. абсолютно. Наркотик, он есть наркотик, это зло. Он есть наркотик. Поэтому мы говорим, что наркомания – это болезненное пристрастие к наркотикам. То есть человек, который больной. Хорошо. Возникает ли зависимость после одного раза употребления наркотических веществ? За какое время формируется зависимость от наркотиков? Есть такое понятие? Но у нас есть такое понятие в наркологии, как стадии заболевания. Да? У нас виртуально она разделяется как бы на первую, вторую и третью стадию. Вот первая стадия, она характерна тем, что человек, который в первый раз попробовал наркотик,
Вот мы еще не говорим о стадии заболевания. Мы говорим, что это злоупотребление. Человек один раз попробовал, понял или осмыслил, или наказал закон, или наказали Есть еще родители. возможность, да? Да, есть еще возможность остановиться. Уйти. Остановиться, да. Остановиться. Но если человек начинает употреблять, то после злоупотребления наступает первая стадия. Первая стадия зависимости. Чем она характерна? Первая стадия характерна тем, ну, в основном, надо подчеркнуть, что употребляют вещества психоактивные это молодые люди и подростки. Мы говорим сейчас о всей территории Российской Федерации. Первая стадия характерна тем, что употребив наркотик, человек не имеет физической зависимости. Он не имеет так называемый абстинентный синдром. Но это все-таки рулетка, можно сказать. Как мы говорим, ломка. Абстинентный синдром – это ломка. Вот. Вот человек начинает употреблять. Он получает что? Он получает эйфорию. Он получает осознание того, что ему легко воспринимать окружающий мир. Осознание того, что он получает какое-то удовольствие. И при первой стадии человек употребляет не каждый день, то есть есть периодичность. Он может сегодня употребить, пройдет месяц, употребить снова. Но при первой стадии возникает тяга, психическая тяга, не физическая зависимость, а чем характерна первая стадия, сразу возникает психическая зависимость. То есть, когда существуют перерывы перед употреблением, молодой человек все равно вот это первое ощущение он не забыл. Он пытается к этому ощущению найти. Поиски наркотиков еще не такие частые, но от времени ко времени. Вот это характерность и опасность. Характерность и опасность первой стадии. Я и говорю, принцип рулетки. Да, молодой человек думает, что он контролирует ситуацию, что он может остановиться в любой момент. Этим характерна первая стадия. Естественно, первая стадия переходит во вторую стадию. При этой стадии учащается прием психоактивных веществ. Промежутки, они сокращаются между приемами. То есть чаще начинает молодой человек искать наркотические вещества. Появляются первые признаки абстинентного синдрома, так называемой ломки. То есть после прекращения употребления уже не может молодой человек выдержать, к примеру, какое-то длительное время. Ему нужно уже меньшее времени. В этот период возрастает количество дозы употребляемого у некоторых пациентов в 100 раз. Если он принимал, скажем, дозировку 1 грамм, то с каждым месяцем его дозировка, с каждым днем она увеличивается, может увеличиваться И до он начинает искать 100 крат. пути, способы. Естественно, это становится его уже принципом, почти принципом жизни. Где достать Вот его? как раз мы переходим в третью стадию. Вот уже при третьей стадии толерантность, восприимчивость к наркотикам, при третьей стадии он уже не испытывает тех эмоций и тех чувств, которые он испытывал ранее. И употребление наркотика становится не целью для того, чтобы получить какое-то удовольствие. Употребление наркотиком при третьей стадии становится целью просто иметь возможность нормально разговаривать, выйти куда-то на работу, помыть зубы, я не знаю, сделать какие-то бытовые вещи, да, в жизни, пойти в магазин. А без этого это уже становится невозможным. Он уже в физической и психической зависимости. Те дозы, которые он употреблял ранее, он уже не может их употреблять. То есть снижена толерантность. Для человека в третьей стадии наркотик становится целью жизни. Вот вся его жизнь, весь его световой день, ночной направлен только для того, чтобы найти и употребить. И тут следующий вопрос. Какова средняя продолжительность жизни наркомана? Какие причины приводят к гибели наркоманов? Какие факторы? Насколько высока смертность среди наркоманов? Значит, третья стадия? Значит, не обязательно. Это может быть и первая, и вторая, и третья. Да, если мы сравним все эти три стадии,
в сравнениями, конечно, при третьей стадии более высокая смертность. Дело в том, что ведь употребление наркотических веществ, это, значит, это говорит о том, что человек ищет наркотик, первое, да? Ищет наркотик, который внесен в перечень запрещенных веществ, за которым следует уголовная ответственность и при его покупке, при реализации и так далее. И вот первая проблема в том, что уже наркозависимый, он сталкивается с законом. Столкнувшись с законом, это путь куда? Это путь в тюрьму. Это же не больница, это не курорт. Это тюрьма. Это тюрьма. Этим И, сказано всё. естественно, продолжительность жизни человека, который попал в места не столь отдаленные, она сказывается на здоровье человека. Передозировка. Часто элемент смерти у наркоманов – передозировка. Инъекционная наркомания. Чем опасна она? СПИД, гепатиты, Опасность со всех сторон. различные венерические заболевания, которые можно инъекционным путем перенести. Это следствие тоже сокращения продолжительности жизни у человека. Потом при третьей стадии, в особенности при третьей стадии, наркозависимое лицо, оно более криминогенно. То есть для того, чтобы приобрести наркотик, нужны деньги. Для того, чтобы получить деньги, а в этой стадии обычно люди не работают, 99% Не могут работать. не могут работать и не работают. Их цель направлена на то, чтобы где-то не заработать, а взять эти деньги и на эти деньги приобрести наркотическое вещество. А это тоже чревато. А это тоже чревато, это преступление, это ограбление, это криминогенное направление, да, в котором тоже может быть какие-то причины смерти, связанные с криминогенной обстановкой данного лица. То есть продолжительность жизни в среднем, мы говорим, у наркомана это 35, максимум 40 лет. 35-40 лет. Да. Самый рассвет. Самый рассвет. Самый продуктивный возраст, самый продуктивный, самый жизненно необходимый и для создания семьи, и для работы, и для своих каких-то развитий, скажем, профессионального характера и так далее. То есть это расцвет сил. Страшно. Страшно слышать все это. Но об этом нужно говорить. Но об этом нужно говорить. Об этом обязательно нужно говорить. Хорошо. Следующий вопрос. Что делать, если родственник или друг наркоман? Можно ли доверять наркоману? Верить в то, что он говорит? Нет. Вот Нет, такой конечно. Доверять больному человеку, который зависит от наркотических веществ, конечно, нельзя. Доверие нужно заслужить снова. Чтобы верить наркоману, наркоман должен понимать, что он уже доверие потерял. И доверяя, допустим, если в среде близких друзей, родственников появляется человек, и родители об этом узнают, надо в любом случае ограничить круг общения с этим человеком. И что дальше Своих делать? детей. Дальше надо поговорить со своим ребенком. Если это человек, скажем, со стороны, посторонний человек, то какие могут быть с нашей стороны действия, да? Родители, я имею в виду. Вы ничего не можете сделать, кроме того, чтобы ограничить круг общения, или же пойти к родителям и объяснить. Смотрите, следующий вопрос, Муслим. Надо ли быть жестким или наоборот уступчивым с наркоманом, членами семьи, если они наркоманы? Надо быть жесткими. Надо ли быть жестким или наоборот уступчивым с наркоманом? Нет, ни в коем случае. Всегда надо быть с наркоманом жестким. Жестким в каком смысле жестким? Нельзя ему доверять, нельзя верить тому, что он говорит. Потому что наркоман, лживее, да, человека, который зависим от наркотиков, не бывает. И, к сожалению, один наркоман может приобщить к наркотикам еще 5-7 человек. Потом эти 5-7 человек, еще каждый по 5-7 человек приучает к наркотикам. Наркоману нужно свое общество. Он может комфортно находиться только среди наркоманов.
Потому что вот о стадиях, о которых мы говорили, допустим, при третьей стадии, начиная со второй стадии, с первой стадии точнее, человек начинает отдаляться от друзей, близких, которые негативно относятся к этому. Избегать начинает. Избегать начинает. А в третьей стадии он уже закрыл этот круг. То есть он уже не общается с теми людьми, которые бы, наоборот, могли бы ему помочь, дать какой-то совет, оказать помощь, повезти его в больницу. Я не знаю, ну, 1000 вариантов существует. Но не надо идти на поводу. Но ни в коем случае не надо идти на поводу. Конечно, нет. Хорошо. Что делать, если наркоман отказался от наркотиков, но начал пить? Интересный вопрос. У нас есть такая категория людей, мы называем это викарники. Медицинское понятие. Тоже интересный вопрос, что надо делать. Что лучше, что хуже. Да. Да. Но, Хотя и вы то знаете, плохо. как я говорил ранее, что разница между алкоголем и наркотиками, это то, что алкоголь не внесен в перечень наркотических веществ. Но по сути это тот же наркотик. То есть в этом случае тоже надо заниматься лечением, тоже надо с ним работать, тоже надо как бы пытаться вытащить его. Это не выход. Нет понятия худший наркотик или лучший наркотик. Есть понятие болезни, наркомании, зависимость. То есть получается, одна зависимость заменена другой зависимостью. Да. Зависимости. Ни одна из них не лучше, ни одна из них не хуже. Это та же зависимость и та же болезнь. Та же болезнь. Та и же тут болезнь, болезнь. и там болезнь. И там Разницы болезнь. нет. Разницы нет. Хорошо, и смотрите, вот тут вот такой вопрос, Муслим. Мне кажется, тоже довольно интересный и актуальный. Ну, смотрите, правда ли, что колеса, в кавычках, понятно, да, безопасны для здоровья? И вообще, как отказаться, если предлагают наркотики? Колеса безопасны для жизни? Нет, конечно. Как это может быть? Колеса – это такой жаргонный, скажем так, сленг, Такой да? молодежный жаргон, Молодежный можно сказать. Сленг. Колеса, ну, те же наркотические вещества. Да, есть разница, конечно. Вот когда мы определение давали слову наркотик, да, мы говорили, что это вещество, которое меняет сознание человека, поведение его, отношение к окружающему миру. Колеса – это тот же наркотик. Единственное, он может быть не в перечне каких-то запрещенных веществ, но это тоже тот же наркотик, который может вызвать у человека зависимость. Тот же наркотик. Нет, колеса, не колеса, нет таблетки, никакой, не таблетки, нет это все-таки никакой- наркотик, это и есть наркотик. это и есть в каком виде бы он не был. каждый год перечень веществ, включенных в этот список, увеличивается. От 10 до 50 наименований вносится новых и новых в перечень наркотических веществ. Почему? Потому что каждый год появляются все новые и новые вещества, которые выходят на рынок. И, скажем так, наркомафия, она не дремлет, она идет в ногу со временем и все время пытается, когда какие-то вещества вносятся в перечень, они придумывают новые, синтезируют. И самое интересное, что каждый новый наркотик все страшнее и страшнее предыдущего. Вот в чем еще и опасность. Поэтому колеса – это то же самое, что и наркотические Как вещества. избавиться от наркомании? На какой стадии наркомания излечима? Когда еще не поздно лечить наркоманию? Или она действительно неизлечима? Вот Но, такой вопрос. возвращаясь, если постстадийно, так скажем, говорить, как мы говорили, да, стадии есть, Да. то при первой стадии 50% лиц, которые выходят из этого круга, вот они выходят при первой стадии. 50%. 50% продолжают. То есть лечение на первой стадии – это самое эффективное. Когда мы говорим про вторую стадию, она намного сложнее. Самое сложное, конечно, это третья стадия. Почему? Потому что человек деградирует эмоционально, человек деградирует даже сознание, даже отношение к окружающему миру. У человека отсутствует, мы ее называем, самокритика. Это самая тяжелая стадия, с которой сложно
которую сложно лечить. Невозможность, вот когда говорят люди, что невозможно вылечить наркомана, это, конечно, неправда. Любую болезнь можно вылечить. Главное вовремя обратиться. Главное вовремя Обратиться обратиться. к Я врачам. всегда сравниваю наркоманию с онкозаболеванием. Может быть, это не совсем правильно, но принцип. Ведь есть онкобольные, которые имеют тоже разные стадии заболевания. Да? Есть стадии заболевания, при которых мы говорим, вот его нужно лечить паллиативно. То есть мы даем человеку возможность умереть, но умереть спокойно, паллиативно. Здесь то же самое. Есть люди, которые вылечиваются, есть люди, которые не вылечиваются. Но обобщать и говорить о том, что все, наркоман, он неизлечим, так нельзя. Понятно. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Вопросы телезрителя у нас остались, но я их вам передам уже. Хорошо. По ходу вашей деятельности, вашей работы, вы на них ответите, надеюсь. Да? И последний вопрос, он будет моим мыслям. Вот. Чем наш, я говорю наш, республиканский наркологический диспансер может помочь больному? Я подчеркиваю, больному. Вы понимаете. Да. Какие существуют современные методы лечения наркомании у нас? В нашем диспансере. Самая большая проблема – это стигма, это стигматизация тех людей, родственников, непосредственно своих наркозависимых, которые почему-то боятся обратиться к нам за помощью. У нас в республике существует для этого специализированные... Боятся огласки, хотя уже все соседи, все родственники об этом знают. Уже этот человек позанимал, в долги влез, продал все, что есть, украл все, что есть, или попал в поле зрения правоохранительных органов. Но почему-то люди считают, что достаточно посадить его в подвал, достаточно применить к нему какое-то насилие, и этот человек откажется. Неважно, от наркотиков, от алкоголя. Конечно, это не так. Я повторяю, это болезнь, это зависимость. Надо лечить. И ее надо лечить. И для этого у нас в республике существует наше учреждение, наркологический диспансер. В том числе, кстати, есть и анонимное лечение. Если человек не хочет оглашать свои данные, он может спокойно пролечиться анонимно. И мы никогда не разглашаем информацию о том, что тот или иной человек у нас проходил лечение. Это карается уголовной статьей. Разглашение врачебной тайны. У нас существует специализированное учреждение в республике. Вот все цепочки, которые существуют в мире, они у нас созданы. У нас есть. У нас есть. Возможности есть. Конечно, если человек обращается, самое главное иметь желание. И не бояться обращаться. И не бояться, и не иметь страха, что тебя... что где-то тебя озвучат, где-то кто-то тебе что-то расскажет. Ни в коем случае. Надо обращаться, и все цепочки, я повторяю, начиная с лечения, с реабилитации. Вот у нас с 22 года заработало реабилитационное отделение, где люди проходят уже не медикаментозное лечение, а психотерапевтическое. И у нас есть медицинские психологи, в том числе и наркологи, и психиатры, которые работают с этими людьми. Для этого нужно только сделать один шаг. Один шаг и изъявить желание прийти к нам. Или привести к вам родственника. Есть и такие ситуации, да, когда приводят. Но я всегда говорю... Это тоже бывает иногда необходимо. Бывает необходимо. Я всегда говорю, когда мне звонят по телефону и начинают задавать вопросы, а как вот дома провести лечение? А что вот сделать? Вот мы не хотим его туда к вам приводить. Я всегда говорю, это невозможно. По телефону невозможно вылечить наркозависимого человека. Это не простуда. Да? Даже простуда сегодня не лечится по телефону. Я всегда объясняю родственникам, давайте вы приходите, час времени, вот поговорим мы сами, без вас, без вашего присутствия, с пациентом, пообщаемся. Может быть, нам удастся его уговорить, объяснить, разъяснить. И, к счастью, удается. Не во всех, конечно, случаях, но удается. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, на вопросы телезрителей, высказали свое мнение. Удачи вам в вашей работе.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И главный внештатный специалист, психиатр, нарколог Министерства здравоохранения Чеченской Республики, главный врач Республиканского наркологического диспансера Муслим Дальсаев. И в заключение, дорогие друзья, я присоединяюсь ко всему тому, что сказал наш сегодняшний гость. Не надо бояться, если есть такая проблема. Не надо. У нас есть возможности вылечить больного человека. Прошу прощения за то, что вот так изъясняюсь. Но иногда приходится это делать. И самое главное, не болейте, будьте здоровы.